На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Президент Аслан Бжаня провел расширенное совещание с членами правительства Абхазии. Глава государства обсудил с министрами эпидемиологическую обстановку в республике, вопросы организации и прохождения туристического сезона, а также ходы реализации мероприятий, предусмотренных российской инвестпрограммой. Подробности в репортаже Эсма Гуланце. Президент Аслан Бжаня провел совещание с членами Кабинета министров. В повестку дня включены 3 вопроса: эпидемиологическая обстановка в республике, прохождение туристического сезона и реализация мероприятий, предусмотренных российской инвестпрограммой. В таком формате мы собрались с вами впервые. Завершен процесс формирования правительства, в связи с чем совещания с членами Кабинета министров будут проходить регулярно. Сегодня 19-й день работы в условиях открытой границы. 19 дней тому назад мы, наши граждане, бизнесмены, туристы получили возможность для беспрепятственного общения. Ранее мы не сталкивались с такой проблемой. Эпидемия нанесла серьезный урон экономике, степень которого в настоящее время еще изучается и оценивается. Нам придется, возможно, кардинальным образом внести изменения в государственный бюджет, в планы социально-экономического развития страны. В рамках 2 указов президента реализуется ряд антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей и определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств. По моему поручению правительством был разработан и представлен законопроект, предполагающий значительные меры поддержки предпринимателей в части налоговых и таможенных льгот, продления действия разрешительной документации. Однако данный законопроект парламентом не принят, что усложняет и без того непростую социально-экономическую ситуацию. В целях поддержки одной из важнейших отраслей экономики туризма мы провели ряд переговоров с российскими коллегами, консультации со специалистами, общественные слушания, по результатам которых 1 августа граница с Российской Федерацией была открыта. Незамедлительно страну начало посещать большое количество туристов. Существенная часть населения Абхазии так или иначе задействована в туристическом секторе. Безусловно, открытие границы положительно скажется и на бюджетных поступлениях. В то же время мы должны понимать, что угроза распространения коронавирусной инфекции возросла. В этих непростых экономических условиях особое значение приобретает еще один вопрос – вопрос реализации инвестпрограммы. Это реальные безвозмездные деньги, и они должны быть использованы самым надежным и эффективным образом. Поэтому этот вопрос мы сегодня намерены тоже обсудить. Пробуксовки в этой сфере также могут вызвать негативные последствия для экономики, не говоря уже о том, что каждая позиция инвестпрограммы нацелена на улучшение качества жизни граждан Абхазии. Сегодня в повестке дня 3 вопроса: эпидемиологическая обстановка в стране, прохождение туристического сезона и реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой содействия социально-экономического развития Республики Абхазия. Глава здравоохранения Тамас Сахнаки рассказал об эпидемиологической обстановке в республике. Он отметил, что в борьбе с COVID-19 в Абхазии задействованы более 120 врачей. Глава Минздрава подчеркнул, что в стране не хватает специалистов – пульмонологов, реаниматологов, инфекционистов и других. Центральным учреждением, так называемым ковидным центром, является Гудаутская районная больница с возможностью размещения там до 300 коек для лечения больных средней тяжелой и тяжелой степени тяжести. 12 койко-мест в отделении реанимации. Обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких в количестве 12 единиц. Инфекционная больница города Сухум рассчитана на 40 коек, обеспечена также необходимыми расходными материалами. Это стационар, прежде всего, общеинфекционный и сортировочный. На базе Гагарской районной больницы у нас развернуто 20 коек в инфекционном отделении. В резерве у нас значительное количество комбинезонов, масок различной степени защиты и так далее. Кроме того, Минздравом заказаны и в течение до конца текущей недели будут доставлены
20 единиц кислородных концентраторов разной мощности. Это для лечения больных средней и тяжелой степени тяжести. Различные наборы дыхательные для неинвазивной вентиляции легких, инфузионные шприцы и так далее. Кроме того, хочу также подчеркнуть, что международными организациями UNDP, ЮНИСЕФ и ВОЗ поставлена большая партия расходных материалов, дезинфекционных средств, медикаментов. Оперативная информация, что некоторая часть гуманитарных грузов чудесным образом продается в аптеках. Вы на это, пожалуйста, обратите внимание. Кроме того, Аслан Бжания поинтересовался, будет ли Абхазия приобретать разработанную в России вакцину от COVID-19. На что Тамас Сахнакия заявил, что Минздрав республики обязательно рассмотрит такую возможность. По его словам, в любом случае вакцинация будет проводиться только по желанию. Президент Аслан Бжания подчеркнул, что всю работу необходимо продолжить. Это ключевой вопрос, вопрос здоровья нации. И поэтому на повестке дня долго еще будет стоять данная тема. Благодарю за работу. Расслабляться не нужно. Будем принимать упреждающие меры. Будем рассчитывать на то, что мы будем мобильны. Будем рассчитывать на помощь наших российских друзей и на соблюдение мер, рекомендованных врачами. О ходе курортного сезона в республике рассказал министр туризма Теймураз Хишба. Пандемия коронавируса показала, насколько важна туристическая отрасль для нашей страны и насколько мы зависим от денежных поступлений в период курортного сезона, подчеркнул министр. Количество обслуженных лиц подведомственными средствами развлечения с 1 по 17 августа. ОПК Пицунда 1052 человека. За аналогичный период в прошлом году цифра была 3910. То есть мы видим в 3 раза меньше. Пансионат Айтар 279 человек. За аналогичный период 2019 года 733. Основные объекты показа посещения почти каждый турист – это Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера. Количество обслуженных лиц основными объектами экскурсионного показа с 1 по 17 августа. Рицинский национальный парк – 66 718 человек. За предыдущий аналогичный период 2019 года цифра была 67 877. Новоафонская пещера на данный момент приняла 22 918 человек. За аналогичный период та же пещера принимала 43 887 человек. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что многие показатели посещаемости и прибыли туристических объектов снижены. При этом глава правительства выразил надежду на улучшение ситуации. По санаторно-курортным объектам в прошлом году 429 миллионов был объем, 45 в этом году. Это в 9,4 раза. По туристическому обслуживанию и по людям, и по деньгам в 5,5 раза меньше. Город Сухум в 4 раза меньше оказал услуг. Гагрский район в 11 раз меньше. Гудаутский район в 5 раз меньше. Новоафонская пещера и по людям, и по деньгам в 5 раз меньше. Рицинский парк в 5,4 раза меньше. Это, конечно, тяжелейшие провалы, и они очень сильно ударяют по бюджету. Я в какой-то степени разделяю уверенность министра, что сентябрь месяц будет насыщен туристами. Показатели бронирования это подтверждают. Но мы надеемся на то, что погода позволит, и туристический сезон продлится и на октябрь месяц. Это все непросто, естественно, там дополнительные нагрузки на все виды услуг, на пограничников, на МВД, на самих объектах, не просто так. Правминистр говоря о том, что есть проблемы с обслуживающим персоналом.
Но последние дни подтверждают, что уже тихо входят в ритм. И это вселяет в нас уверенность в том, что это резкое отставание, которое случилось по известным причинам, оно в какой-то степени будет нивелировано. Вот у нас есть такая убежденность. Проблем, которые сегодня выявлены, они существуют, это проблемы старые. К сожалению, мы за многие годы не сумели от них избавиться. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар перечислил разыскные и оперативно-профилактические мероприятия, которые проводятся по республике в период туристического сезона. Регулярно проводятся силами центрального аппарата специальные оперативные и профилактические мероприятия. Каждый день проводятся они. То есть это в Цандрипше, в Гагре, в Пицунде, в городе Сухум, в Гудауте. Особенно, где увеличен поток туристов. Все сотрудники переведены на усиленный режим работы. Все УВД и УВД по Республике Абхазия переведены на усиленный режим работы ведения службы. Усилены пешие патрули и усилены автопатрули. В городе Сухум только на патрулирование заступает от 8 до 9 машин. Также в Гагре, в Пицунде и в Цандрипше и в Гудаутском районе. Подводя итоги совещания, президент Аслан Бжания подчеркнул, что подобные рабочие встречи будут проводиться и впредь. В сентябре планируется совещание, посвященное проблемам энергетики, сферы, в которой складывается достаточно непростая ситуация. Эсма Гуландзе, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. На совещании главы государства с членами правительства обсуждались и другие актуальные вопросы. Расширенный репортаж смотрите в нашей вечерней программе в четверг, 20 августа. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 163 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них средней тяжести 3, тяжелый 1 пациент. Дети выписаны. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 221 человек. Из них 80 выздоровели. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Нам удалось связаться по скайпу с пациенткой Гудаутского госпиталя. Индира Куртаглы попала в ковидный центр более 2 недель назад. И все это время ее состояние оставалось тяжелым. Сейчас Индира идет на поправку. В интервью нашему корреспонденту Сарии Кварацхели она рассказала, как чувствует себя сейчас и как протекала болезнь. Здравствуйте, Индира. Во-первых, спасибо большое, что согласились с нами связаться. Как вы себя чувствуете? Где вы сейчас находитесь? Здравствуйте. Я из Сухумской городской больницы, медсестра. Я заболела в городской больнице при исполнении своей обязанности. После этого я была дома. Дома у меня поднялась большая температура. И оттуда, из дома, меня на скорой помощи привезли вместе с моими сотрудницами в Гудаутскую больницу. Вместе Бела Чичиковна Смыр и Калаталаглы Гульнара. Мы здесь, я уже 18 дней лежу, но у меня была проблема с легкими. У меня вообще так аллергическая астма, и она отдала на легкие. Вот 3 дня почти мы дышали аппаратами, кислородом одышку убирали. Вот. Очень тяжелое заболевание для тех, у кого есть заболевания хронические, как вот сахар, как легкие, для них она очень тяжелая. Я тоже говорила, что этого болезни нету, но на себе испытала очень тяжелое заболевание. Я благодарю ребят, которые, вот правда, с первых дней меня вот приняли, надо мной стояли, это Дамей Зантария, Аркадий Демиджипаси с их командами. Они очень-очень над нами стояли просто в этих скафандрах. Вы не представляете, в 2 перчатках и делать капельницы нам.
в день 2 раза капельницу, утром, вечером, по многу, эти антибиотики сильные. Нам все это они делали. И очень я им благодарна. Но пока я еще не выздоровела. У меня один день положительный был, другой отрицательный. И меня еще до пятницы не выпускают пока из больницы. Вот в таком положении мы находимся. Здесь очень хорошо к нам относятся врачи. Гудаутская больница вообще шикарно. Больница хорошая, чистая, все дезинфицируют каждый вечер. Все, вот что можно, они все делают. И им всем большое спасибо. Вот лекарства, которыми вас лечат, они бесплатно выдаются в больнице? Конечно, вы что, мы даже я дома, я хроническая больная, у меня давление высокое. Даже вот те таблетки, которые я дома пила, они все мне здесь бесплатно выдавали. Все, что есть. Вы знаете, очень дорогие антибиотики, все бесплатно, вплоть до последней таблеточки. Все они сами приносят, все делают, прямо, знаете, по часам, по минутам. Они, я не знаю, эти медсестры, просто я преклоняюсь перед ними. В скафандрах, не дыша, ни воздуха не видя, по несколько часов в этих... просто это очень тяжело. Кто не видел, кто не посмотрел, это очень тяжело рассказать. И этим медсестрам молодцы просто молодцы. Спасибо большое, спасибо за открытую беседу. Мы желаем вам здоровья. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, будьте здоровы. Очередной гуманитарный груз, на этот раз от Всемирной организации здравоохранения, доставлен в Абхазию, сообщает пресс-служба Минздрава. Помощь адресована Республиканской бактериологической лаборатории и сотрудникам Гудаутского ковид-госпиталя. Приобретение необходимых средств стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза и Агентства США по международному развитию. В состав гуманитарного груза вошли дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, спецкостюмы и кислородные концентраторы. Состоялась встреча Аслана Бжаня с делегацией из Абазашты, которая в эти дни находится в Абхазии. Возглавляет делегацию доктор экономических наук, профессор Олег Этлухов. Во встрече также участвовали вице-президент Бадра Гунба, председатель Совета безопасности Сергей Шамба и вице-президент Академии наук Абхазии Январби Экба. Все подробности у Алисы Шамба. В состав делегации, возглавляемой профессором, доктором экономических наук Олегом Этлуховым, вошли заместитель председателя Совета старейшин абазинского народа Мухарби Чуков и генеральный директор СХП Алашера, кавалер ордена Леона Роберт Ашба. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных абхазо-абазинских проектов, направленных на объединение и сближение народов Абаза, а также возможность создания единого абхазо-абазинского алфавита и единого языка и литературы. Мы говорим о том, что мы один народ, но отдельно существует абхазская литература, отдельно существует абазинская литература. Наши абазинские дети не знают, что есть прекрасный, положим, Алексей Гогу, я беру, к примеру, Папаскири, Фазиль Искандер, Георгий Гулия и так далее. Нечем гордиться нашим детям, потому что у нас своя литература, у абхазов своя литература. В то же время абхазские дети не знают, что есть прекрасные, признанные писатели, поэты, абазины, которые имели очень большой, так будем говорить, вес в литературном обществе. Но если мы с малого времени не внедрим в сознание наших людей, что мы единый народ, что это наш, положим, тот же Георгий Гулия, что это наш писатель абазинский, мы единый народ Абаза. Почему не начать бы работу, понимают, займет ни год, ни два, ни 5. Но единый литературный язык народа Абаза, который бы понимали и турецкие абхазы, и абазины, и абхазы, живущие здесь, почему мы не можем подумать на эту тему? Это объединяет народ, делает его единым. По мнению членов делегации, необходимо создать единое информационное поле для народов Абаза, где размещалась бы информация о событиях, происходящих как в Абхазии, так и в КЧР. Также обсуждался вопрос интеграции абазин в абхазское общество и открытия консульства Абхазии в Черкесске. Речь шла и о строительстве автодороги Сухум-Черкесск. Я знаю, где находятся все предпроекты,
все рабочие документы по дороге Черкесск-Сухум. Сейчас надо Черкесск-Сухум 760 километров, а будет 251 километр. Притом из них уже готовых, из 234 готовые, и только 17 километров, на которых нужно сделать 2 туннеля и скалы мягкой породы, как написано. Выслушав мнение представителей Абазашты, президент Аслан Бжани отметил, что готов содействовать реализации всех озвученных идей, а также помочь в решении вопросов, волнующих братьев Абазин. Что волнует Абазин, абхазов должно волновать. Тут других подходов быть не может. И мы сделаем, вот я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы это было именно так, а не иначе. Несмотря на все сложности и трудности, которые у нас здесь есть. Будем действовать поэтапно, от одной проблемы к другой. Сразу все решить не сможем. Не хочу вас обманывать. Таких возможностей у государства, как государство отдельно взятый субъект, нет пока. Подытоживая встречу, Аслан Бжани отметил, что абхазы и абазины принадлежат к одному этносу, и поэтому необходимо более тесно сотрудничать и вместе решать общие проблемы. Алиса Шамба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Более 3 месяцев наша страна находилась в условиях карантина, и большая часть предприятий практически не работала. Это не могло не сказаться на экономических показателях. Так, объемы товарооборота за 7 месяцев текущего года меньше запланированных почти на 2 миллиарда рублей. Государственный таможенный комитет подвел итоги внешнеэкономической деятельности, а также привел данные бюджетных начислений по разным видам таможенных платежей за этот период. Сария Кварацхеля продолжит тему. Несмотря на введение карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, работа таможенных органов республики не останавливалась. Ввоз и вывоз товаров продолжался. Более того, в целях достижения положительных результатов со стороны ГТК контроль был усилен. Так, за 7 месяцев текущего года товарооборот составил 13 миллиардов 823 миллиона рублей. При плане 15 миллиардов 897 миллионов. Импорт за этот период составил 10 миллиардов 54 миллиона рублей. Экспорт составил 3 миллиарда 768 миллионов рублей. Товарооборот за 7 месяцев 2020 года на 2 миллиарда меньше плановых цифр, однако фактически импорт и экспорт на уровне аналогичного периода 2019 года. Как прогнозируют специалисты, 2020 год по показателям товарооборота превзойдет 2019. Этому будет способствовать увеличение объемов некоторых экспортируемых видов товара. Кроме того, есть товарные позиции, экспорт которых значительно превышает импорт. Объем экспорта клубники за 7 месяцев текущего года составил 274 тонны при показателе 13 тонн за 2019 год. Также на одной из лидирующих позиций находятся томаты. Объем экспорта томатов за 7 месяцев текущего года составил 740 тонн, при импорте 184 тонны. За аналогичный период 2019 года было экспортировано 500 тонн. Нужно отметить, что уровень экспорта ореха за 7 месяцев 2020 года уже сравнялся с показателями годового периода предыдущего года и составляет около 364 тонн. А в 2019 году экспорт ореха за 7 месяцев составлял 13 тонн. Что касается таможенных платежей, осуществляемых при импорте и экспорте, то за 7 месяцев текущего года общая сумма начислений составила 938 миллионов рублей, при плане 1 миллиард 107 миллионов. Сюда входят начисления по акцизному налогу, сборы за импорт, платежи по налогу на добавленную стоимость от ввозимых товаров. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Центр социально-экономических исследований продолжает серию семинаров на тему «Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы». На этот раз встреча была посвящена геополитике и национальной безопасности. В обсуждении вопроса приняли участие ученые, журналисты и политики. Репортаж Гугуцы Вардани. Внешний мир несет нам не только угрозы, но и перспективы. Чтобы не лишиться этих перспектив, нам следует адекватно осознавать вызовы внешнего мира и находить такие же адекватные ответы на них. Так начал свое выступление доктор философских наук Олег Домения. Очередной семинар в Центре социально-экономических исследований был посвящен геополитике и национальной безопасности.
Нам важно понять, что ныне мы живем в иных и непривычных для нас геополитических реалиях. При таких отнюдь непростых реалиях нам предстоит стремиться к своей стратегической цели, к сохранению и укреплению культурного своеобразия нашего общества. Единственный путь, ведущий нас к этой цели, это осознание себя и внешнего мира в едином контексте, в контексте части и целого. При разговоре о внутренних и внешних угрозах была затронута и тема женевских дискуссий, где обсуждается в том числе и подписание мирного договора между Абхазией и Грузией. Учитывая, что сегодня это единственный канал, который у нас существует, контактов с внешним миром, это Женевские переговоры, потому надо их, наверное, сохранять. Но добиться там этого результата, я сомневаюсь, что можно. Хотя вот у меня какие-то есть по этому вопросу взгляды на то, как можно добиться такого урегулирования. Ну, грузинская сторона на это не идет, потому что для них вот такой договор с Абхазией в мире будет означать, что это межгосударственный договор и очень важный фактор признания независимости Абхазии. Но у меня есть какие-то планы, как это можно по-другому все. То есть при желании, когда на самом деле есть желание найти выход и найти компромисс, всегда можно. Я много раз говорил, есть вопросы, где мы не можем не пойти ни на какие компромиссы. Это вопросы, связанные с нашим суверенитетом, с нашей государственностью, независимостью. По многим другим вопросам можно находить при желании выход. Так что надо разговаривать. Я считаю, что нам со страной-агрессором надо было по-другому поступать. Нам надо было заставить ее капитулировать. Вот тогда можно было и требовать какие-то вещи. Сегодня уже не вижу такого определенного смысла что-либо вести какой-то с ними диалог. Эти люди, которые просто хотят Абхазию иметь как свою собственность. Они не за развитие, они демонстрируют активность, но никакую активность в итоге они проявлять не будут. Считаю, что нам, вот пока есть такая возможность, нам надо развивать нашу внутреннюю ситуацию, экономику надо развивать, думать о том, как укрепить свои позиции здесь, внутри. Нам уже прошло после признания России, с 2008 года 12 лет прошло. Финансовая помощь осталась прежняя, ее структура такая же осталась. Вот нужно думать, как от инфраструктурных объектов, проектов уйти в развитие. Вот тогда, когда мы будем сильны, когда мы будем самодостаточны, вот тогда и уже можно будет, к нам и появится интерес новый и так далее. А когда мы слабы, когда у нас нет иммунитета, когда у нас нет таких вот возможностей, и будем, вот как Сакрачевич говорит, вот в таком состоянии находиться. Большую роль в геополитике и безопасности играют и информационные ресурсы. Если говорить об информационной безопасности в контексте защиты национальных интересов, то важно прояснить новые вызовы и попытаться ответить на них, отметила генеральный директор абхазской телерадиокомпании Ирина Агарба. С моей точки зрения, особого внимания требует северокавказское направление. Почему? Прекрасно понимаете, что закончилась война, закончилась история конфедерации народов Кавказа. Другая эпоха, другие условия. И деятельность такой организации уже была невозможна. Мы понимаем, почему это произошло. И поскольку мы расслабились и не определились в этом северокавказском направлении своей государственной политики, туда пришли другие. Там создается антиабхазский, антироссийский консенсус. Идеологическое воздействие Грузии очень сильное. Буквально из-под носа уводят даже часть наших добровольцев. По мнению председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашик, информационной безопасности мешает и тот факт, что инфопространство абсолютно бесконтрольное. Как читателю понять, где журналистика, где вымысел, где домысел, где правда? Сейчас появились телеграм-каналы с очень серьезным количеством подписчиков. Применяются очень грамотные технологии. Вы можете, здесь вы все подписчики, мне кажется, и вы увидите, что сегодня они дают собственную информацию, не подписывают никак. Завтра они дадут информацию абхазского телевидения, послезавтра дадут информацию об Азапс, на пресс.
президентский сайт. Они каждый раз путают технологии, как они это делают, но нигде не подписывают, нигде не ссылаются. Тем самым вы эту информацию тоже где-то читали, где-то слышали. И вы вводите читателя в заблуждение, где объективная информация, где второстепенная информация, где вымысел. Да. И сегодня очень серьезные вызовы в этом плане, информационные вызовы, которые вам преподносят готовые тезисы, кто в стране предатель, кто в стране коррупционер, кто в стране патриот. Вам преподносят готовые. А журналистика – это ответственная журналистика, где автор за каждое свое слово отвечает. Вопрос доверия. Да. И вот здесь этот конкурент. Но самое интересное, абхазское общество заинтересовано в этом. Вы посмотрите количество подписчиков. То есть почему-то атмосфера в обществе склонна поддержать этих анонимов. На встрече обсуждалась и роль науки. К примеру, доктор исторических наук Аслан Абизба подчеркнул важность полноценного взаимодействия государства и науки. Для полноценного воздействия государства, взаимодействия государства и науки необходимы аналитические группы по интересам и конкретным темам. Иногда одну и ту же тему могут разрабатывать несколько исследовательских групп, а их выводы и рекомендации, в свою очередь, должны анализироваться в экспертных институтах и центрах при высшем руководстве страны. В своих выступлениях участники семинара выразили различные мнения о многих направлениях геополитики и национальной безопасности Абхазии, над которыми необходимо работать. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж со встречи в ЦСИ смотрите в нашей программе в четверг, 20 августа. В соответствии с приказом вице-премьера, министра экономики Кристины Узган, директором РУП «Абхазская железная дорога» назначен Арсов Читанава. Ранее эту должность занимал Мирон Агарба. Поздним вечером 18 августа в городе Новый Афон произошло возгорание в летнем кафе «Тропиканка». За считанные минуты огонь распространился по всем деревянным конструкциям кафе, в том числе и крыше, которая была сделана из пальмовых ветвей. От пожара пострадали несколько кипарисов, стоящих рядом. Оперативными действиями пожарных распространения огня на другие деревья удалось остановить. В тушении пожара были задействованы 2 пожарных расчета из города Новый Афон и Гудаута. Пострадавших нет. 19 августа в соцсетях появилась информация, что на набережной Махаджиров в Сухуми неизвестные украли деталь скульптуры Ники, а именно портативный патефон, который был главной составляющей всей композиции. Как оказалось, патефон Ники никто не украл. Как сообщил директор муниципального управления благоустройства администрации Сухума Саид Курипа, патефон был снят 18 августа и вернется на прежнее место после реставрации. Мы свяжемся с автором скульптуры Архипом Лабаху для проведения соответствующих работ, отметил Саид Курипа. 26 августа, в день международного признания независимости Республики Абхазия, в Абхазской государственной филармонии выступит прославленный коллектив из России «Академический большой хор» мастера хорового пения под руководством народного артиста Российской Федерации профессора Льва Конторовича. Академический большой хор был создан в 1928 году. Его организатор и первый художественный руководитель, выдающийся мастер хорового искусства Александр Свешников. За неполный век хором исполнено более 5000 сочинений отечественных и зарубежных композиторов, опер, кантат, произведений капелла народных песен, духовной музыки. Многие записи хора вошли в Золотой фонд отечественной музыки, получили признание за рубежом. Хор выступал в лучших залах России, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии, Чехословакии, Японии, Южной Кореи, Индонезии. В Сухуми завершилось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы по плаванию на открытой воде. Ежегодный турнир посвящен памяти заслуженного тренера Абхазии Николая Шевгения. Соревнования проходили 2 дня, 18 и 19 августа. В них приняли участие 140 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Также ряды абхазских спортсменов
пополнили дети из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Подробности в репортаже Аслана Джопуа. В первый день первенства участники начальных классов, а это в основном тех, кто только научился плавать, соревновались по 4 дисциплинам, в том числе в заплыве на минимальную дистанцию 25 метров. Это самая многочисленная группа, состоящая из 90 пловцов. Все дети показали хорошие результаты. Это говорит о том, что родители хотят, чтобы дети умели плавать. Родители с удовольствием приводят на тренировки детей, несмотря на то, что тренировки ежедневные, каждый день, кроме воскресенья. И детки научились плавать, они плывут разными стилями, не просто на воде держатся, они плывут брасом, кролем, на спине. И это очень приятно было видеть. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы эти соревнования проходили не на открытой воде, а в бассейне, то есть так, как положено, с низкого старта, с дорожками. Это было бы, конечно, более и значимо, и как бы для детей тоже. Ну, исходя из того, что мы имеем, я думаю, что соревнования прошли на очень даже неплохом уровне. Во второй день соревновались уже старшеклассники, которые не первый год принимают участие в первенстве. Спортсмены боролись за звание сильнейшего в 4 видах плавания – кроль, дельфин, брас и плавание на спине. Ну а дети у нас есть очень талантливые. Если мы дадим им условия, мы будем соревноваться на хорошем уровне. И на российском уровне, и на нашем уровне. Мы очень благодарны, что нам очень сильно помогает городской отдел образования, Министерство образования, детская спортивная школа. Администрация нас очень большое внимание и большая помощь от них. Вот. А мы уже стараемся как тренера сделать все, что можно. Для обеспечения безопасности участников были привлечены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии. Соревнования прошли со спортивным азартом в дружественной атмосфере. Все дети получили огромное удовольствие от участия в них. Александра Габелия занимается плаванием уже более 5 лет. Она ни на минуту не пожалела, что выбрала именно этот вид спорта. Очень люблю этот вид спорта и считаю, что в Абхазии он должен быть более развит, так как мы, жители теплой республики, живем на берегу Черного моря, и мы обязаны уметь плавать. И я очень рада, что плавание посещает большое количество детей и молодежи, и что такие мероприятия проводятся и поднимают дух народа. Хотелось бы, чтобы, конечно, в республике функционировал бассейн, и чтобы плавание имело возможность развиваться не только в Абхазии, но еще и выводить наших спортсменов за рубеж. Победители всех дисциплин разных возрастных категорий были награждены медалями и грамотами, а юным начинающим спортсменам вручили дипломы. Аслан Джопуа, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами по улице Гумская в четверг 20 августа с 8 часов утра до 17 часов вечера будет приостановлена подача питьевой воды. Без водоснабжения останутся улица Санчарская, район Виема и верхние этажи высотных домов в центре столицы. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.